Испытано на себе. Мы рады вас приветствовать на телеканале Якутия-24. Это проект «Испытано на себе». И сейчас я нахожусь в Нижнем Бестяхе на вокзале железнодорожном. И нас ожидает посадка в поезд, идущий до Владивостока. История у нас достаточно будет интересная. Возможно, будет даже несколько частей. Но в этой части мы, соответственно, стартовали из города Якутска. Причем, ну вот сразу, кто собирается ехать на поезде, вы можете приобрести билеты на поезд, соответственно, в кассах железных дорог Якутии. Но если вам нужен трансфер из Якутска до вокзала, можно приобрести их сразу там. Стоимость около 1000 рублей. И туда входит теплоход Рукавишников, который довозит вас до Нижнего Бестяха. И далее уже на комфортабельных автобусах вы добираетесь до самого вокзала. У нас была немножко другая ситуация. Мы взяли билеты в кассе в городе Якутске, и уже потом, когда вы погружаетесь на судно, на Рукавишников, есть возможность там приобрести билеты на трансфер. Соответственно, туда входит, как я говорил, теплоход и сам автобус. Вот. Но сейчас достаточно большое количество пассажиров. Это около 2 больших автобуса, «Газель» и «Пазик». Сейчас подъехали к железнодорожному вокзалу, и будет погрузка. Мы будем размещаться в купе. Фамилия. Угу. Так. Все верно. У вас 8-е место. 2-е купе, верхняя полочка. Спасибо большое. Так, ну что, поезд двинулся. Мы сейчас лицезреем пока что привычные пейзажи. И вот сейчас такие вот красивые подстаканники, граненые стаканы нам принесли. И если, например, вы не взяли еду с собой, да, и есть возможность, допустим, заказать в вагоне-ресторане. И проводник передает вам вот такое меню. Состоит оно из 4 рационов. То есть вот 1, 2, 3 и 4. Ну и, соответственно, здесь примерно цена, она одинаковая. Это как бы комплект, да? Все по 672 рубля. И входит, меняется, по-моему, только первое. Да, только вот нет, салаты второе, меняются. Второе. Салат тоже меняется. Да. Первые и вторые пункты меняют. Все остальное одинаковое. Уже ужин, поэтому мы решили посмотреть, какое меню, что предлагается. Да, но дело в том, что мы не особо, скажем так, опытные путешественники именно в поездах, поэтому знали бы прикуп, ну, прихватили бы, скажем так, по крайней мере, горелочку, да, Руслан? Какую горелочку? Газовую или спиртовую горелочку, туристический набор. Кажется, знаешь что, мне кажется, на вокзале, когда мы проходили, там металлодетектор и так далее, мне кажется, тоже запрещено провозить вот подобные, типа газовые баллоны, ну и разные жидкости технические, соответственно, колющие, режущие предметы тоже. К слову, мы же везем в Владивосток, скажем, посылочку для нашего давнего друга. Ну, тот предмет, без которого не обходится ни один мужчина, который хотя бы раз время проводил в Якутии, да? Ну, вы поняли о чем. Вот. И очень корректно и аккуратно отозвали помещение охраны. Сказали, задекларируйте, пожалуйста, покажите. Измерили линейкой, спросили сертификат. Хорошо, что я его скачал, да. И да, нож был фабричный. И вернули. Но записали паспортные данные, типа, на будущее, видимо. Если какие-то эксцессы, там у этого пассажира имеется, ну, предмет, который может представлять какую-то опасность. Вот. Поэтому, да, насчет горелки я согласен. Ну, сейчас подошло время ужинать, потому что на часах уже 7 вечера. Вот, и есть
Ну, все знают, что есть вагон-ресторан, но есть также билеты, где можно включить питание. Но питание будет один раз в день, и сам пассажир может выбрать, это будет завтрак, обед или ужин. В нашем случае у нас получился ужин, и обратите внимание, значит, по меню вы выбираете. Я выбрал вот это гуляш, да, с гречкой. И из вагона ресторана приходит как бы в неразогретом виде. Здесь, соответственно, в вагоне есть микроволновка, и можно все это подогреть. И овощи, получается, перед микроволновкой мы выложили, да, на тарелочку, чтобы они там не прожарились. Помимо этого, ну, понятно, вилка. Вот такой пакет, можно сказать, крафтовый. Давайте посмотрим, что внутри. Овощной салат капусты. Капустный, значит, у нас печенье. Еще, кстати, вилка, ложка маленькая и ножик. Зубочистка, сахар, соль. Ну, в общем, как в самолетах. Салфетка. Так, 2 куска хлеба. Да. Это у нас кофе 3 в одном. Сахар 10 грамм и чай. Гринфилд, кстати. Гринфилд, да, неплохо. И еще джем абрикосовый, да, то есть покушал и потом еще на десертик. Ну что, приятного нам аппетита. Мы продолжаем. Скоро у нас поменяется уже время дня за бортом. Наступит ночь. Ну и мы, конечно, продолжим вам рассказывать о нашей поездке. Друзья, давайте познакомимся. Сергей Владимирович, начальник поезда. И сейчас мы находимся в городе Нерюнгри на станции, где будет происходить отцепление тепловоза. Для чего это делается и на какой тепловоз заменяется? Сейчас будет смена локомотива идет, потому что этот локомотив идет по дороге ЖДЯ. На станции Нерюнгри участок ЖДЯ заканчивается, начинается РЖД. Вот сейчас отцепляют локомотив приписки ЖДЯ. Здравствуйте. Здравствуйте. И будет подводиться тепловоз уже РЖД. Вот сейчас мы видим подготовка, это получается магистраль тормозная, да? Тормозная магистраль, и осмотрщик зачищает контакт электропневматического тормоза. Пассажирские поезда оборудованы электропневматическим тормозом, который синхронно приводит в действие тормоза всего состава, чтобы как бы не ощущалось резких толчков, чтобы это было все плавно. Ну, для этого работает электропневматический тормоз. То есть каждый вагон оборудован своей системой. Да. Воздухораспределитель, к нему идет приставка, электроприставка, электропневматическая. То есть, ну, иными словами сказать, электричество проходит быстрее, чем воздух по всему поезду. Поэтому из резервуаров, когда подается электрический сигнал на приставка, ну, открывает соответствующие там клапана, и с запасного резервуара воздух уже начинает приводить в действие тормоз. Далее наш состав пойдет под руководством тепловоза от РЖД. И следующая перецепка уже в Белогорске, да? А следующая прицепка локомотива будет в Сковородино, потому что в Сковородино идет электрифицированный участок, уже за место тепловоза будут цеплять электровоз. Тоже формирование РЖД. И дальше мы уже поедем на электрической тяге. Сейчас у нас есть немного еще времени до отправки поезда, и сейчас мы расскажем про устройство вагона, да, про вот ту часть, которую мы не видим, то есть это именно ходовая часть, да? Из чего она состоит? Перед вами вот находится плацкартный цельнометаллический вагон, построенный на Тверском заводе в 2013 году. Ну, в свою очередь, первый он состоит из корпуса вагона, где непосредственно проезжают люди. То, что находится под вагоном, это называется подвагонное оборудование. Вот начнем отсюда. Это тележка.
тележка состоит из двух колесных пар. Проще так сказать, что амортизаторы пружинные комплекты. И далее у нас И вот, допустим, как правильно, обходчики, да, называются? Осмотрщики вагона, Они вот стучат именно вот по этой части, да? А эта часть круга называется букса, там находится подшипник, и они проверяют целостность букса. Также визуально осматривают, может быть, какое-то изменение цвета или выброс смазки. Проверяют также наличие каких-то повреждений, трещин, из строя выхода каких-то деталей. И вот в каждом, получается, в каждом вагоне именно освещение, тут есть генератор, генератор, который... Я сейчас вам дальше расскажу. Хорошо. Дальше следом за тележкой идет вот такой бак большой. Этот бак экологически чистого туалета. То есть сейчас не как раньше, на стоянках туалеты не закрываются, туалеты работают и в движении, и на стоянке. Все помещается в этот бак. И по приезду в пункт формирования на станции Нижних Бестях с этого бака откачивают содержимое этого бака. Далее у нас идут аккумуляторные ящики. Емкость 110 вольт. В общем, отсюда с этой стороны 3 ящика и с той стороны 3 ящика. В общей сложности вот они набирают энергию 110 вольт. Это позволяет во время стоянки беспрерывно пользоваться освещением вагона. Если небольшая стоянка, также можно не выключать и кондиционер, и вентиляцию. То есть пассажир, когда едет в вагоне, на него это никак не реагирует, что мы остановились и происходят какие-то перебои с освещением. Потому что вагон так устроен, что после снижения скорости до определенной скорости либо от генератора электроснабжение переключается на батарею, или от батареи переключается на генератор. Дальше вот я вам покажу, где находится генератор и как он приводится в движение. Так, вот отсюда будет как-то, здесь лучше будет видно. А, вот кардан, да? Вот находится генератор, от него идет кардан. Идет на колесную пару от средней части оси, у него находится редуктор, и при вращении колесной пары поступательное движение вращает генератор, кардан в свою очередь вращает генератор и преобразует энергию. Да, здорово. То есть получается полностью независимый вагон. Да, полностью. Главное, чтобы он двигался, его тепловоз двигает, и каждый вагон сам себе обеспечивает энергией. Вот еще немного расскажу, может быть, как интересно происходит торможение вагона. Вот в свою очередь вот находится башмак, на башмак крепится чугунная колодка. Для того, чтобы, естественно, башмак не изнашивался, для этого существует колодка. Колодка со временем изнашивается, и осмотрщики вагонов видят, что, допустим, колодка износилась до определенных допусков, размеров, и, соответственно, колодку уже производят взамен колодки. То есть постоянно на одном колесе, грубо говоря, 2 колодки, на одной колесной паре 4 колодки. С обоих сторон они прижимают. Ну, такой же принцип, как на автомобилях, да? То есть, ну да, только на автомобиле там долго колеса колодки держатся, а здесь они... Достаточно быстро, да? Знаю, да. Дальше вот еще про тормоза, там с той стороны нету, вот с этой находится. Платформа номер 1. Нумерация вагонов начинается с поезда. Продолжается посадка в пассажирский поезд номер 317. Сообщение. Нижний Бестях. Благовещенск. Вот непосредственно находится воздушный резервуар, откуда по магистрали воздушности тепловоза работает компрессор, заряжает его воздухом. Вот здесь стоят 2 прибора. Один прибор воздушный, второй приставка, электропневматическая приставка. Вот о чем я уже говорил, когда электрический сигнал приходит на приставку, открывается клапан,
и происходит торможение. Ну, как я уже и говорил, что торможение, путь, то есть электричество проходит гораздо быстрее, чем воздух, что создает плавное торможение, практически синхронное торможение всего поезда одновременно. Да, ну мы поблагодарим нашего начальника поезда. Сейчас уже скоро будет отход, у вас уже тоже, да, свои обязанности. Ну а мы сейчас погрузимся обратно в наше купе и продолжим наше путешествие. Да, друзья, ну мы также хотим обзор сделать по нашему купе. Ну и, конечно, сейчас можно воспользоваться моментом, когда есть рядом поездной электромеханик. Буквально случайно это произошло. Вот. Дело в том, что здесь, как рассказал начальник поезда, биотуалет установлены, да, то есть это преимущество заключается в том, что можно пользоваться туалетом во время стоянки, да. Раньше такого как бы не было. Вот давайте познакомимся с Владиславом. Здравствуйте. Владислав, расскажите, ну, об устройстве, да, как бы я так понял, что тут прямо вакуумное устройство. Да, это вакуумный туалет, промежуточная шлюзовая камера, туда засасывает, потом в бак ЧТК сбрасывает экологически чистый туалетный комплекс. То есть это не так, как раньше, допустим, это не когда нажимаешь гравитационная, кнопку, да, и видно железную дорогу. Да. А так в целом вообще это с какого года уже стало? Ну, это уже давно, это с середины нулевых годов примерно начали разрабатывать. Ну, другие системы были немножко, это новая система. Вот, но где-то с середины нулевых годов уже сначала накопители просто делали баки тоже педальные, но уже в бак сливалось, не на землю. Ну, а потом еще другие системы придумали. Понял. Если посмотреть, да, еще здесь те, кто летает на самолетах, я вот заметил тоже, то есть нажимаешь, и можно, допустим, помыть руки, и она как бы порционно выдает, да, воду. И, по-моему, холодную и горячую можно, да, еще регулировать? Да. То есть вот здесь. Здесь регулятор холоднее и горячее. Вот. Диспенсер, розетка для электробритвы. И в целом полотенце можно да, вытереть, допустим, ну, те же руки и туалетная бумага. То есть все очень цивильно, очень красиво, очень светло. И практически я зашел, подумал, действительно, как будто в самолете. Владислав, а вот, ну, как бы все бывает так, что что-то ломается. Вот основные поломки какие бывают? Ну, засоры чаще всего, потому что, ну, бумагу как бы нельзя сюда бросать. Люди все равно бросают, несмотря на объявление. Да. Ну, это основное такое. Это основное, да, засоры. То есть вы не только электромеханик, вы еще и слесарь-водопроводчик. Да, в том числе. В обязанности электромеханика? Поддержание работоспособности оборудования. Всего подвижного состава. Все. Ну, спасибо. И кондиционирование? Да. Вентиляция, кондиционирование, кипятильник, освещение. Вот, смотрим. То есть можешь сказать, что Владислав это мастер на все руки, да? Доктор даже, да, подсказывает. Владислав, большое спасибо вам за очень нужную работу, за поддержание в работоспособном состоянии от этого, ну, в частности, купе, ну и всего поезда. Так, ну а сейчас мы находимся в служебном помещении проводника, и давайте познакомимся с нашей замечательной проводницей Светланой Викторовной. Здравствуйте. Добрый день, добрый день. Светлана Викторовна, расскажите про это помещение и вообще понимаю, что обязанностей у проводника очень много, да? Ну, Да. про основные, и вот как бы познакомить наших зрителей. Ну, вот здесь начинается моя смена. Вот отдохнула я, заступила на смену, вот сюда прихожу. Здесь мы учет проводников ведем, это ЛУшка называется, заполняем ЛУ 72 бланк. Посадка, высадка, все здесь мы контролируем. Также щит, где мы следим за работой кипятильника, розетки. Например, подошли люди микроволновочку разогреть, я включаю микроволновочку, разогреваем продукты им покушать. Освещение вечернее, софитки, которые по купе лампочки. Ну, то есть вот это пульт управления, где здесь идет вот климат-контроль выставили, работа кондиционера, вентиляции, все идет. Климат-контроль выставляем и само регулируется все.
поддерживает температуру То есть в это вагоне. выставляете Да, температуру, и она все выставляю, и оно все автоматически идет. в автоматическом режиме работает, да. И Ну, плюс вот Ну, показатели это показатели, да, больше всего следит за ними электромеханик тоже, Мгм. ну и мы так визуально смотрим. Ну вот мы, помните, с начальником поезда смотрели на генератор, на Да, генератор аккумуляторы. запускается, да, вот это Вот они. все работает, батарея, сеть, да, Да, все. да. Ну вот, в принципе, это вся наша. Здесь мы стаканчики Мгм. выдаем пассажирам, приходят, просят тарелочки, стаканчики, микроволновочка. Все такое. Маленький холодильничек, где мы храним свои продукты. Мгм. И, Все кстати, как бы нормально, все допустим, хорошо. пассажиры, они обычно сами приносят, ну там курочка, там Да. яички, вот это все кушают. Вот как питается проводник? То же самое мы покупаем. Курочки, яички, хлебушек, Всё к так чаю что-то, чай, кофе, все то же самое, как и пассажир питается. Ничего другого. Потому что, допустим, дойти до вагона ресторана, например, я почему-то думал, что, может быть, проводники там питаются, но Ну, это бывает очень проблематично. Далеко, и вагон надолго не оставишь, поэтому это нет, да. Поэтому мы заранее где-то, где мы в отстое, в пункте оборота формирования, в магазин идем, скупаемся, продукты в холодильнике храним, нам как бы хватает. А от одного места до другого мы доезжаем, все нормально. Где-то там хлебушек пошли на стоянке купить. Титан, А, точно, вот- про вот Титан. Титан наш, да, да. вы забыли про самое главное. Кипятильничек, там, где всегда есть горячая вода у нас. Вот. Он у нас комбинированный, то есть когда, ну, не дай бог, конечно, там ломают, сгорает тен, например, он не может электрически кипятить. Ага. И то есть мы его можем растопить, чтобы у пассажиров была горячая вода. То есть тут вот такая печка. Да, такая печечка, вот мы его растапливаем перед посадкой. Когда, чтобы пассажир зашел, был горячий кипяток, мы его растопили, вода уже горячая есть. Когда поехали, все работает электрически исправно, он работает, все горит, все замечательно. Ну, не дай бог, какая-то поломочка по электричеству, мы его в любой момент растопили дровишками, топим, и кипяток есть все равно. То есть у вас есть запас дров? Да, на такой есть, случай? есть, да. А вот еще, сейчас мы передвигаемся в летнее время, да, а вот зимой еще, говорят, есть печка, да, когда нет электрических путей, то еще проводник растапливает печку в вагоне. Растапливает, да. Чем топите? Углем? Углем, дровами растапливаем, уголек подкидываем. А сейчас мы двигаемся в летнее время, и надобности вот в этом нет, но здесь в зимний период, когда двигается поезд, и, соответственно, для отопления салона также предусмотрена даже печка. Да. Вот это вот. Сюда мы закидываем дровишки, растапливаем уголек, и все. Происходит, котел нагревается, по трубам идет тепло. Идет Да. отопление. Да, идет отопление. Там чистим залу, вот в этом зольнике. Зольники чистим, на станциях залу выкидываем. Ну и все, в принципе. То есть, например, даже если поезд идет в минус 50, Не замерзнет никто. замерзнет. Нет. Когда нет электрифицированного участка, нет электропитания у машиниста. Вот мы в этот момент и топим печку. Светлана Викторовна, скажите, если, например, пассажир отстал от поезда, допустим, вышел, зазевался, часто бывают такие случаи? Бывает. Побежали в магазин, хоть мы им и говорим, стояночка коротенькая, смотрите, следите за временем, но бывает и такое. Ну, тогда мы после стояночки заходим, особенно если стояночки длительные, ну, например, час. Пассажир, да, пойдет по магазинам, зазевается, мы заходим, идем по купе, спрашиваем, сели на месте. Ну, выясняется, ага, кого-то нет. Мы идем к начальнику поезда, сообщаем ему, что такой-то, такой-то пассажир у нас отстал. Ну, он связывается с машинистом, машинист дежурной той станции, где пассажир отстал, ну и там его решают вопрос уже дежурная по вокзалу, дежурный там, где, на какой станции он отстал. Ну, и его либо тот пассажир догоняет на машине нас, ну, как он сам же пожелает, либо его на проходящий поезд, дежурная по вокзалу, подсаживают его, ну, и он едет до следующей станции, где можно состыковаться с нашим составом. Да, то есть тогда тот поезд должен догнать, как бы... Ну, да, бывает, что наш поезд едет, а тут, например, тоже Вперед. И либо вперед проедет. У нас может стоянка быть длиннее, у него короче. Он бывает опережать. Ну, там уже начальник вокзала смотрит, на чем можно пассажир догнать наш поезд.
То есть, если, например, пассажир говорит, ладно, я не догоню. Да, и мы его вещи берем с, как сказать, С купе? с купе, описываем вместе со свидетелями, описываем акт, составляем, какие вещи забытые, и передаем на следующей станции дежурному по вокзалу, и они уже тоже работают, там уже дальше идут. Передают. Там, да. Они вещи доставляют либо проходящим поездом на ту станцию, где он отстал, либо куда скажет пассажир, уже тот отставший. Ну вот, друзья, главное не отставать от поезда, Да. быть всегда начеку и следить за временем. Ну а Светлане Викторовне мы еще раз благодарим. Большое спасибо вам, хорошей работы. Спасибо. Когда вы едете в поезде и нет сотовой связи, нет интернета, Карточки не работают? Карточки не работают, хочется спать побольше, отдыхать и, конечно же, кушать. Вот. Мы сейчас находимся в вагоне-ресторане, так как сейчас в основном зале обедают дети, которые едут в лагерь, то мы вот с Димой разместили здесь, это, видимо, как-то типа барной стойки, Да. такого, ну, в проходе. Но, тем не менее, комфортно, стульчики удобные. И самое главное, что питание очень вкусное, ну, прямо как будто домашнее. Вот здесь у нас сегодня куриный суп с лапшой и мясо с картофельным пюре. Компот. Так, у нас не только обед шикарный, но и вид из окна тоже шикарный. То есть, если сидишь, смотришь, обедаешь, и вот такая красота. Ни в одном ресторане мира такого не предложат, да? Да, это очень, на самом деле, вот виды, это очень способствует пищеварению, хорошему усвоению. И так хорошо усвояемой пищи, сытной. И сейчас я более чем уверен, что Руслан Валерьевич и меня потянет сон после такого обеда. Так, мы сейчас находимся в городе Белогорск. Здесь вот за моей спиной находится памятник. Телега переселенцев он называется. Город Белогорск был основан в 1860 году переселенцами из Енисейской и Пермской губерний. Ну и население на данный момент составляет около 60 тысяч человек. И город Белогорск является крупным транспортным узлом. Именно здесь у нас практически одна из самых больших стоянок, около 2 часов. За это время наши вагоны отцепились от основного состава, и основной состав идет в Благовещенск. Здесь есть разделение, да, соответственно, железная дорога уходит на Благовещенск, и мы прицепляемся к составу, который идет на город Владивосток. Вот, ну, здесь есть возможность немножко походить, размяться, потому что мы уже более суток были в поезде. Ну и, соответственно, нужно немного закупиться продуктами, взять перекус, воды и в целом насладиться летом. Как видите, здесь в Белогорске сегодня солнечный день. Можно сказать, такое лето, нет комаров. И в целом настроение очень хорошее. Наш путь продолжается. Сейчас были прицеплены наши вагоны к основному составу, который идет до Владивостока. И наш вагон 24, он самый-самый последний. Так, ну что, друзья, мы сейчас прибываем в город Владивосток, и хотелось бы, пользуясь случаем, поблагодарить наши купе на железной дороге Якутии за доставку нас, соответственно, в пункт назначения. И мы, кстати, сделали пост в телеграм-канале
«Утро Якутии», и были такие вопросы, что купе какое-то нестандартное. Ну, на самом деле, действительно сейчас постоянно развивается не только железные дороги, но также и сам подвижной состав. И хотелось бы, вот мы, кстати, даже где-то не сразу увидели, что здесь, например, вот есть такая полка. Полка, где можно, например, тот человек, который... Ну, я так понимаю, что это, например, для верхней полки, а это, например, для кто находится на нижней полке. Ну, либо это все может взять человек, который на верхней полке находится. Здесь, наверное, для полотенец. И в целом каждое место оснащено вот таким вот светильником. Достаточно яркий ночник, то есть его можно крутить в любую сторону. Вот. Ну, это вы видели, соответственно, выключатели здесь, свет горит. Ну, сейчас день, оно как бы не особо ярко. Лесенка выглядит вот так. Стол. И, скорее всего, вопрос вызвал вот это кресло. Нижняя полка, вот она на самом деле в таком положении, но тут может разместиться 3 человека, да, сидя с комфортом. Если вам нужно идти ко сну, то просто делаете вот так, и у вас полноценное спальное место. Вот. Внизу здесь, по-моему, раньше надо было открывать эту часть, чтобы забраться как бы в багажное отделение, но здесь просто пространство пустое, ну, как обычный диван дома. То есть внутри можно положить чемоданы. В целом вроде все. Окно не открывается, но хотелось бы отметить, что обратите внимание на большую вот эту вот сетчатую часть. Это все оттуда вот дует кондиционер, датчики дыма, здесь оповещение. Ну и в целом, в общем, комфортно, да, комфорт. Так, ну сейчас мы уже вот-вот подъедем, поезд уже снижает скорость, но перед тем, как мы выйдем, давайте мы познакомимся поближе с нашими проводниками, потому что это семейная пара с огромным опытом работы на железных дорогах. 30 лет уже отработали, и в ФПК работали, перешли уже 4 года, как здесь работаем, мы очень довольны работой всей железной дороги Якутии. 90-е было, вы знаете, в то время было действительно зарплаты не платили везде. Железная дорога единственная была, где платили зарплату нормально, это стабильно. Поэтому мы... Так и было, да? Да, действительно так и было. И поэтому мы перешли в железную дорогу. Я работал тоже на другой работе, я не работал в железке до этого. У меня просто мама работала. И вот в 90-м году мы устроились, прошли курсы и вот устроились проводниками. В 89-м мы познакомились, поженились, и в 90-м мы устроились на железную дорогу. Оба? Да, оба. Ну, потом в 92-м я родила первого ребенка, ушла в декрет, в 96-м второго и сидела в декретном отпуске. А затем в 2005-м я возобновила работу. Гусейн так и работал без меня. А в 2005-м я возобновила уже тоже. Вышли, детей оставляли с бабушкой, потом дети подросли. Ну и все, мы так продолжаем работать. Мы работаем вместе, отдыхаем вместе и в отпуск ездим вместе. Нам многие говорят, как так вы не устаете друг от друга? Нет, вот я тоже хочу. 35 лет мы терпим друг друга, как говорится, да, в кавычках. И ну, ничего, терпим. Бывают разные, да, моменты. Бывает, и сглаживаем всякие конфликты. Стараемся, чтобы всем все было комфортно в пути. Каждому пассажиру свой подход нужен. Всякие есть люди, получается, и злые приходят, и добрые приходят, всякое, ко всякому нужно по Со своим настроением каждый, да. Поэтому подходим, как бы с самого начала наладить с человеком разговор, контакты, чтобы можно было с ним действительно доехать дальше и все всех устраивало. Чтобы всех все устраивало, действительно. Я всегда своим пассажирам говорю, где вы так еще время проведете? Отдыхайте, лежите, кушайте, опять лежите. Дома всегда домашние заботы есть какие-то. Всегда что-то надо делать. А здесь вы беззаботно. Покушали, полежали. Покушали, полежали. Все, проводите время с удовольствием. А вы считаете, вот
поезд тоже, ну, своего. Вторым домом. Второй дом, как же не считаем? Конечно, считаем. Обязательно считаем. Потому что Пол мы жизни практически даже здесь. иногда больше половины жизни проводишь здесь, именно на вагоне. Поэтому стараемся создать уют так же, как и дома, так и в вагоне. Приходите, едьте на моря в наших вагонах железной дороги Якутии. По крайней мере, здесь все комфортно, все удобно, все доступно. Мы со своей стороны постараемся обслужить, и На все чтобы 100. довольны остались пассажиры от нас, наших вагонов, чтобы проезжали всегда. Итак, друзья, наш выпуск мы начали с паровоза, который находится в Нижнем Бестяхе на железнодорожной станции. И завершаем тоже на фоне паровоза, который находится здесь, в городе Владивосток. Но на самом деле для нас это только начало большого пути, о котором вы узнаете в следующем выпуске и передаче «Испытано на себе». Ну а сейчас мы благополучно добрались до Владивостока, выспались, покушали, отдохнули, получили цифровой детокс и готовы к дальнейшему пути. Но я напоминаю, что подробности будут в следующем выпуске передачи «Испытано на себе». Оставайтесь с нами и до новых встреч! Испытано на себе.